Еще 6 марта этого года постановлением Кабинета министров была утверждена среднесрочная программа поддержки экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы. На сегодняшнем заседании члены правительства утвердили порядок предоставления субсидий организациям-экспортерам готовой продукции в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, а также затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях на территории иностранных государств и затрат на сертификацию экспортной продукции. Основная суть проекта заключается в том, что выделяются 3 категории субъектов предпринимательской деятельности, которые могут претендовать на предоставление финансовой поддержки правительства. Это в первую очередь организации, экспортеры, которые производят продукцию собственного производства и экспортируют ее на внешние рынки. Также это организации, которые производят собственную продукцию и намереваются экспортировать, то есть которые имеют договора о намерениях, либо имеют долгосрочные, среднесрочные планы по выходу на внешние рынки. Мы также готовы предоставить таким организациям поддержку, а также организации, которые сами непосредственно продукцию не производят, но тем не менее занимаются экспортом продукции, произведенной в Республике Абхазия, на внешние рынки. Премьер-министр Беслан Барцыц подчеркнул, что начало реализации этой программы станет хорошей поддержкой для наших экспортеров. Даже те, которые уже имеют налаженные рынки сбыта, вот один из пунктов, о которых говорил замминистра, это поддержка участников всевозможных выставок. Но тут, если хотите, даже имидж государства, говорю, речь не даст соврать, для нас иногда становится проблемой ту продукцию, которую мы вывозим на наши выставки. Вот приведу пример «Золотой осени», которую полностью государство на этот год оплачивает участие наших представителей наших сельхозпроизводителей. И очень неохотно на это идут, к сожалению, наши сельхозпроизводители, несмотря на то, что все расходы мы готовы взять на себя. На заседании также был утвержден порядок предоставления государственной поддержки инвестпроектов, отобранных с этой целью в рамках инвестпрограммы 2017-2019. Чтобы обеспечить необходимый должный контроль и в целом достаточно жесткую процедуру отбора, при этом на продажных условиях, здесь предусматривается, что помимо голосования межведомственной комиссии, которая состоит из различных ведомств, с привлечением депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, контрольной палаты, то есть чтобы максимально прозрачно отобрать те проекты, которые наиболее приемлемы для предоставления поддержки. Также в последующем все эти проекты должны быть утверждены на заседании Кабинета министров отдельным постановлением и должен быть заключен инвестиционный договор с Министерством экономики, где будет очень подробно прописаны все необходимые права и обязанности инвестора и государства в части контроля, в части предоставления отчетности, в части сопровождения механизма реализации указанной программы поддержки. Правительство приняло решение о предоставлении президенту предложения о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровско-Молдавской республикой. Постановлением Кабинета министров в госуправлениях и госорганизациях Абхазии отныне будет использоваться международный стандарт Unicode в качестве кодирования символов абхазского языка. Всем ведомствам поручено привести в соответствие шрифты, не отвечающие требованиям данного стандарта. Члены правительства утвердили план мероприятий по развитию государственного языка на 2017 год, а также повысили ставки авторских гонораров за создание, подготовку и переводы учебно-методической литературы, терминологических словарей. 12 жилых квартир из собственности государства безвозмездно переданы в муниципальную собственность города Сухум для последующей передачи жилья социально уязвленным и многодетным семьям. Администрации столицы поручено обеспечить заключение договоров найма жилых помещений, а также организовать подключение дома к коммуникациям и эксплуатацию соответствующими муниципальными службами. В работу комиссии по монументальному искусству внесены некоторые изменения. Теперь решение о сооружении художественных объектов комиссия будет принимать совместно с органами местного самоуправления. Члены правительства также утвердили обновленный состав комиссии и состав коллегии Министерства здравоохранения республики. А у Министерства по чрезвычайным ситуациям появилось название на абхазском и английском языках.